С конца XII – начала XIII столетия на полуострове уже присутствовали почти все этнические компоненты, все составляющие, другими словами, прародители, из которых только спустя несколько столетий сложится новая нация – крымские татары или хоромлы. Однако это был далеко не завершающий этап этногенеза. Именно с XIII века Крым станет ареной, на которой столкнутся интересы ордынцев, итальянцев и сельджуков. Именно они, придя почти одновременно на полуостров, оставят глубокий след как в политической, так и в этнической истории Крыма. Действительно, XIII век был насыщен историческими событиями, и когда речь заходит об итальянцах, сложно говорить о них в отрыве от ордынцев, а после от крымских татар. Однако, как бы там ни было, а первое пребывание итальянских, точнее венецианских купцов в Крыму датируется XI веком, то есть на 100 лет ранее появления ордынцев и сельджуков. Однако это были лишь единичные случаи, и контактировали тогда итальянцы с кыпчаками. Уже с XIII века торговые отношения венецианцев с кыпчаками города Сугдея носили постоянный характер. Почти одновременно с венецианцами в Крым своих торговых агентов начинает посылать и Генуя. В 1169 году император Византии Мануил Комнин разрешил им наравне с венецианцами проходить через Босфор и посещать Черноморское побережье, а это очень не нравилось Венеции. Однако Венеция еще не обладала полнотой власти, и ей приходилось терпеть выскочек генуэзцев, которых венецианская знать не считала себе равной. Венеция ждала подходящего момента, чтобы нанести удар по сопернице Генуи и выдавить ее с рынка. С самого начала XIII века Венецианской республике сопутствовал успех. Она смогла удержать первенство в международной торговле благодаря крестовым походам. В то время, когда на востоке укреплялась мощь Чингисхана, основателя Монгольской империи, на западе процветала торговая купеческая республика с центром Венеции. Однако формально она находилась под патронатом Византийской империи, и это ее тяготило. Обрести полную политическую независимость удалось в 1204 году. Венецианцы объединились с крестоносцами и нанесли удар по Византийской империи, завоевав и поделив между собой Константинополь и ряд территорий.
Теперь Венеция была полновластной хозяйкой на Адриатике. Геополитическая ситуация способствовала тому, что Венецианская республика сразу же после завоевания Константинополя получила возможность распространить свое влияние на просторы Черного моря. Освоение прибрежных городов этого региона давало дополнительные возможности в приумножении доходов. Именно в эти годы генуэзским купцам был нанесен удар по их черноморским торговым делам. Однако они не сдавались, прекрасно понимая перспективы торговли через Крым. Видели перспективы торгового подъема и венецианцы, ведь через Крымский полуостров открывался путь на восток, а это могло стать для них новым витком в экономической истории Венеции. Первые венецианские торговые дома появились в Крыму около 1206 года в Судаке. Это был самый большой город того времени. Судак или Сугдея был столицей кыпчаков. Именно с ними венецианцы установили торговые связи и были довольно дружелюбно встречены. Сугдею венецианские купцы называли Салдая. Именно это название в дальнейшем будет фигурировать во всех документах итальянцев. Однако, несмотря на то, что в документах венецианцы Крыма будут неразрывно связаны с Сугдеей, городом они никогда не будут управлять единолично. Им придется делить власть с настоящими хозяевами – кыпчаками. Выбор в пользу будущего Судака Венеции был сделан не случайно. При кыпчаках именно Сугдея, а не Херсонес, стал самым богатым из торговых центров Крыма. Он располагался ближе к Керченскому проливу, а население города составляло 15 тысяч жителей, что позволяло отнести его к крупным торговым центрам. За короткий срок венецианцы основали новые торговые кварталы с многочисленными складами для товаров и жилыми домами, а еще казармами для гарнизона в 1000 солдат и офицеров. В этот период в Сугдее имел свой торговый дом Маттео Поло, крупный купец, родной дядя знаменитого венецианца Марко Поло. Дядя и отец будущего путешественника старались открыть сухопутный торговый путь в Китай. 2 раза они отправлялись в далекую дорогу по просторам Евразии и успешно возвращались обратно, доказав, что путь через владение Великой Орды безопасен для западных купцов. Около 1222 года венецианцы и кыпчаки Сугдеи впервые столкнулись с сельджуками, которые захватили Судак, но ненадолго. Уже на следующий год с суши их сменили монгольские отряды Чингисхана, которые, разорив и опустошив Сугдею, ушли. Город быстро оправился от незваных гостей, но спустя 15 лет под стенами Судака снова возникли отряды ордынцев. Они появлялись снова и снова, пока горожане Сугдеи не признали свою зависимость от степняков. Ордынцы установили налоги с жителей Судака и его окрестных сел и посадили в город своего наместника. Эта участь постигла и другие итальянские фактории Крыма. Однако, несмотря на высокие поборы в пользу ордынцев, население города не спешило возвращаться назад на свою историческую родину. Налоги действительно были высокие, однако прибыль от торговли и местных промыслов была еще выше. Важно отметить, что ордынцы взамен предоставляли итальянским коммерсантам защиту от посягательств со стороны противников или грабителей. То есть купцы платили за свою безопасность, а налоги легализовали их пребывание на территории Великой Орды, куда уже фактически входил Крым. Но монополия на торговлю в Венеции в Крыму не была долгой. Созданная усилиями венецианцев и французских крестоносцев, Латинская империя рухнула в 1261 году. В этом же году был подписан договор Генуэзской республики с византийским императором Михаилом Палеологом, согласно которому уже генуэзцам было предоставлено право на те самые территории Византии, которыми ранее владели венецианцы. Лидерство переходит к Генуэзской республике.
Таким образом, выходцы из Генуи приобрели право на строительство своих факторий в Северном Причерноморье и Крыму, а также свободный проход через проливы Дарданеллы и Босфор. Венецианцы были оттеснены на задний план. Война между Венецией и Генуей, двумя сильными соперниками, которая началась 6 годами ранее этого события, разразилась с новой силой. У обоих сторон был хороший флот и наемное войско. Начиная с 1268 года война между двумя городами-республиками обостряется. Вызвано это было еще и тем, что теперь и генуэзцы заручились поддержкой чингизитов. В 1266 году хан Уран-Тимур, в чьем управлении находился Крым, разрешил генуэзцам основать торговую факторию на восточном побережье Крыма. Главным условием было, чтобы генуэзцы платили ему пошлину за ввоз и вывоз товаров. Власть новой фактории распространяется на большую часть крымского побережья. В период с 1270 по 1350 года уже генуэзцы контролировали не только ввоз на запад шелка и пряностей, но и снабжали зерном, рыбой, солью крупные города Малой Азии. В 70-х годах XIII века генуэзцы закрепляются в непосредственной близи античного поселения Феодосия, которое очень скоро войдет в сферу влияния новых коммерсантов и будет известно как Кафа. Венецианцам же в Крыму пришлось потесниться и уживаться с генуэзцами. Сравнительно мирные периоды сосуществования то и дело сменялись военными противостояниями, главной причиной которого была борьба за финансы. Окруженный ордынскими владениями, Кафа становится центром генуэзских факторий в Крыму. Опираясь на этот важный торговый форпост, Генуя проводила политику, направленную на достижение торговой монополии в Причерноморье. Такая политика не устраивала уже не только венецианцев, но и недавнюю союзницу – Византию. Император Иоанн Кантакузин охарактеризовал цель этой политики следующим образом. Задумали они немало. Они, генуэзцы, желали властвовать на море Черном, не допускать византийцев и плавать на кораблях, как будто море принадлежало только им. Генуэзцы шаг за шагом вытесняли из Крыма венецианцев, однако последние все еще удерживали за собой торговые владения Сугдией. В 1287 году здесь была учреждена должность консула Венеции. В управлении этого должностного лица находились солдаты гарнизона, чиновники и финансовые средства. А спустя 2 года, в 1289 году, и в Кафу из Генуи был послан первый консул. Однако здесь важно сказать, что и венецианцы, и генуэзцы основали в Крыму не колонии, а торговые фактории. Они никогда не обладали в этом регионе политической властью. Им приходилось устанавливать контакты с местным населением и не провоцировать на столкновения. Но их присутствие, безусловно, оказало влияние как на местных жителей, так и на этническую историю полуострова. Особенно это касается генуэзцев, которые в жестокой торговой борьбе одержали верх над Венецией. К концу XIII века последние представляли простых купцов, которые ненадолго прибывали на полуостров, жили там несколько лет, вели коммерческие дела, а после возвращались в Венецию или отправлялись в другие земли, где можно было заработать деньги. Чего нельзя было сказать о генуэзцах. Они не имели намерений оставлять доходный Крым, и уже во второй половине XIII века в упомянутой выше Кафе появляются целые жилые кварталы и поселения. Очень скоро этот город станет крупнейшим генуэзским портово-политическим центром. В эти годы именно в Кафу приходили караваны купеческих галер из Египта, Западной Европы и Передней Азии. Здесь оканчивались и сухопутные дороги из земель Золотой Орды. Наравне с Кафой возрастает значение других торговых факторий итальянцев – Таны, Копы, Чимбала, Боспора. Восточный Крым становится наиболее перспективным регионом. Именно генуэзцы становятся торговыми партнерами жителей Готского Мангубского княжества.
Сугдея и Кафа стремительно расширяли свои границы. Выросли крепостные стены с башнями. В городах и поселениях, находившихся в сфере влияния итальянцев, возрастает христианское население. Торговля достигает небывалых масштабов. Из Западной Европы в Крым привозили и сбывали текстиль, бумагу, стекло, железо, серебро, золото, ртуть. Закупали и поставляли в Европу из Китая, Индии и Средней Азии шелк, ткани, ковры, пряности, благовония, драгоценные камни. Именно в этот период зарождается и процветает самая доходная статья – работорговля. Ее ведут исключительно итальянские купцы. Можно сказать, что в последние десятилетия XIII века был достигнут наивысший расцвет факторий. Итальянцы стабильно платили налоги ханскому наместнику и могли не беспокоиться о своей безопасности. Можно было бы сказать, что вряд ли итальянцы могли предвидеть, что расцвет их факторий внезапно сменится полной окончательной катастрофой в 1299 году. И если бы они сами не спровоцировали ситуацию, после которой им еще долго пришлось восстанавливаться. С 1286 года знаменитый Улугбей, военачальник Ногай, привел к власти своего дальнего родственника чингизита хана Тохта. В знак признательности хан отдал Ногаю в управление Крым. Теперь итальянцы должны были выплачивать налоги второму человеку в государстве чингизитов Ногаю. Но очень скоро Тохта стал тяготиться влиянием сильного Улугбея, и в государстве разошелся слух, будто Ногай впал в немилость. Эта новость дошла до итальянских факторий Крыма. Хорошие коммерсанты, но недальновидные политики, они совершили опрометчивый поступок. Посчитав, что Ногай скоро лишится власти в Крыму, они убили его внука, который приехал в назначенный срок за деньгами. Но жители фактории ошиблись. Ногай все еще обладал властью. В наказание за гибель внука в 1299 году он лично возглавил войско и разрушил Сугдею, Кафу, Коркьер, Керчь. И если эти города еще смогли восстановиться, то Херсонесу и Эске-Крыму был нанесен смертельный удар. С XIV века значение итальянских факторий в Крыму заметно пошатнулось. Нельзя сказать, что они пострадали, однако их главные города Кафа и Сугдея вынуждены были уступить первенство ордынскому столичному Салхату. Именно здесь оканчивался Великий Шелковый путь. И именно сюда и венецианцы, и генуэзцы вынуждены были приезжать за дорогими товарами, которые уже на своих судах из портовых городов отправляли в метрополию. Вытеснить окончательно своих давних конкурентов венецианцев генуэзцам удалось только в 1365 году. Воспользовавшись борьбой за власть внутри улуса Юрта, уже при Улугбее Мамае, который являлся союзником генуэзцев, последние захватили власть в Сугдее и в прилежащей округе с 18 деревнями. С этого времени в документах появляется название «Генуэзская Хазария», что означало, что все итальянские фактории и торговые дома отныне в руках Генуэзской республики. Генуэзская торговая система Кафы и Сугдея, основанная на централизации и монополии, в новом столетии постепенно уступает место сухопутным путям. Сокращаются и масштабы торговых операций. Но это не говорит о постепенном увядании итальянских коммерсантов, которые достаточно комфортно чувствуют себя в Крыму, при этом периодически влияя на политические процессы в крымском юрте. Из числа первых переселенцев уже образовались кланы и роды, такие как Спинола, Лемелино, Палавичино. Они продолжают поддерживать тесные связи с метрополией, донося в Геную о последних событиях в Крыму. В Крыму действительно разворачивались важные исторические события, свидетелями которых были генуэзцы. Они поддержали своего хана Таш-Тимура, когда тот объявил о независимости Крыма. Вынуждены были принять хана Тохтамыша, но осторожно встретили появление Девлета-Берди, его племянника Хаджи.
В 1427 году Хаджи был избран крымской знатью ханом. Но это не входило в планы Кафы, так как молодой хан был союзником еще одного противника генуэзцев – Мангубского княжества. С первых дней своего второго ханства в 1433 году Хаджи Герай стремился объединить под своей властью ближайших соседей – княжество Мангуб и генуэзские фактории. Это не входило в планы генуэзского консула Кафы Батиста де Фарнари. И если последний не шел на контакт с крымским монархом, то князь Мангуба Алексей признал верховную власть хана. Взамен Хаджи Герай помог Алексею наладить морскую торговлю через единственный порт княжества Каламиту, позже известную как Инкерман. Это не понравилось кафинцам, ведь в их руках все еще сохранялась монополия на черноморскую торговлю. Хаджи Герай обещает мангубскому князю Алексею поддержку деньгами и войском, в случае, если тот присоединит к своим владениям Чимбала, современную Балаклаву, находившуюся в сфере влияния генуэзцев. Чимбала был маленькой факторией, преимущественно населенной рыбаками, которые уже давно тяготели генуэзскими законами, ограничивающими их в рыбном промысле. Поэтому князю Алексею было нетрудно выбить из крепости слабый гарнизон генуэзцев. Поздней осенью 1433 года портовый городок Чимбала перешел под руку мангубского князя и крымского хана. Митрополии негодовали. Они требовали от дожа Адорна и Сената наказания виновных и восстановления в Крыму престижа генуэзского знамени. Знаменитый банк Святого Георгия в Генуе судил необходимые денежные средства для снаряжения эскадры в 20 галер, 6000 лучших войск. Возглавил поход генуэзский полководец Карло Ламелина. Однако Ламелина не справился с поставленной перед ним задачей. 22 июня 1434 год вошел в историю Крыма как битва под Карагозом, поселением вблизи города Старый Крым. Но битвой эти события назвать сложно. Внезапное появление татарских воинов встревожило генуэзцев, и когда они оказались под дождем татарских стрел, бросились в бегство. Между тем, татар было всего около 5000, в то время как генуэзцев насчитывалось до 8000 человек. Генуэзцы проиграли так и не начавшееся сражение крымским аскерам. Как писали генуэзский историк Амедео Винья, а позже историк Людвиг Колли, неудача генуэзцев в Крыму произвела на ее правительство и население Генуи удручающее впечатление. И не только Генуя, но и весь Запад почувствовал при этом печальном известии сильнейшее потрясение. Кафинские правители по совету митрополии и протекторатов банка Святого Георгия вступили с Хаджи Гераем в дружеские и предупредительные отношения, идя навстречу его желаниям, уступая ему в его частых претензиях. И в знак своей дружбы преподнесли ему подарки. В дальнейшем Хаджи Герай стал широко пользоваться услугами генуэзского купеческого флота. Благодаря этому Кафа могла существовать и продолжать пользоваться своими торговыми связями с азиатскими и кавказскими рынками. В городе постоянно находился ханский представитель. Он собирал часть доходов от таможенных пошлин в пользу ханской казны. Сохранили сведения, что в Кафу постоянно приезжали родственники Хаджи Герая, в частности Асие Хатун, мать крымского хана. Консул Гримальди встречал почтенную даму с почестями, полагавшимися ее высокому статусу. Неоднократно в Кафу наведывались и сыновья крымского правителя. Особым дружеским расположением пользовался шестой сын хана Мингли. Генуэзские фактории процветали и в первые годы независимого крымского ханства. Они пали лишь в июне 1475 года, когда на берег вышли османские янычары. Конечно же, благодаря этим факториям в молодой этнос крымских татар добавилась и итальянская кровь. Не все генуэзцы после разгрома османами их факторий покинули Крым. Некоторые из них перебрались во внутренние области Крыма. Их предки проживали в селении Сюрташ и Фоте-Сала, где действовал католический храм. Многие пустили здесь свои корни и со временем полностью растворились
в крымских татарах.